Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями, которые будут подключаться к нам в эфир, мы обсудим самые актуальные новости сегодняшнего дня. Новости, которые появились в украинской и международной информационной повестке дня. Новости, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. О новостях из Крыма нам сейчас расскажет наш корреспондент Роман Спиридонов, прямо из Ньюсрума. Он с нами сейчас на прямой связи. Рома, привет! Мы тебя слушаем. О чем планируете говорить в вечерних выпусках «Заман»? Привет, Гульсум. Мы сегодня будем говорить о таких темах. Военное преступление, запрещенное Женевской конвенцией. Так в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на незаконный призыв крымчан в оккупационную армию. Он на полуострове стартует уже завтра. Юноши отправят на службу в Черноморский флот и войска Южного военного округа России. И вот министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что именно военные этого округа задействованы в войне на востоке с Украиной. А крымчане таким образом становятся жертвами военного преступления, поскольку призыв из оккупированной территории запрещен международным правом. В МИД отметили, что это уже 12-й незаконный призыв, а вся информация о преступлениях оккупантов документируется и будет использована и приобщена к искам против России. Дмитрий Кулеба также сегодня и прокомментировал вопрос возвращения деоккупации Крыма. Он сказал, что вопрос окончательной деоккупации будет открыт до последнего, пока Крым не вернется в состав Украины. Потому что так Дмитрий Кулеба отметил представителю, пресс-секретарю президента России Владимира Путина Дмитрию Пескову. Тот, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что Зеленский верит в возвращение оккупированных территорий, в том числе полуострова, в состав Украины, заявил, что проблемы Крыма для россиян не существует, потому что это якобы уже решенный вопрос. А сам президент Владимир Зеленский собрался задать украинцам 5 важных вопросов. Он анонсировал всеукраинский опрос, который состоится в день местных выборов 25 октября. Что это за вопросы, Владимир Зеленский не уточнил. Даже не то чтобы не уточнил, а сказал, что мы их узнаем позже. В офисе главы государства подчеркнули, так президент хочет дать обществу больше возможностей решать, как развиваться государству. Но в отличие от референдума, опрос не будет иметь прямых юридических последствий, и его окончательный формат еще не определился. А вот в Комитете избирателей Украины уже взволнованы этой инициативой, там обеспокоены и заявили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено избирательным кодексом Украины. К тому же непонятно, кто будет проводить опрос, как он будет проходить, в каких помещениях, и будет ли это помещение избирательных участков, или это будет происходить за их пределами. И к тому же избиратели должны иметь больше времени для того, чтобы сделать осознанный выбор. А сторонники и оппоненты должны подготовиться к различным вариантам, должны иметь возможности для проведения агитационной работы, чтобы было взвешенное, сбалансированное мнение. А вот в нынешних условиях, по мнению Комитета избирателей Украины, соблюдение этих базовых правил невозможно, и этот опрос можно рассматривать как манипулятивную технологию и попытку влияния на результаты выборов. Будем мы говорить и о ситуации с коронавирусом в Крыму. В оккупированном Крыму зафиксировали уже 158 случаев COVID-19, еще 2 пациентов умерли. По крайней мере, такие цифры приводит оккупационная власть. Там закрываются больницы. Вот, например, Симферопольская амбулатория на улице Маршала Василевского закрыта для посетителей после того, как весь медперсонал заболел COVID-19. А одна из работниц регистратуры умерла, у нее осталось 3 детей. Пациентов не принимают ни по записи, ни в порядке живой очереди. Правда, вот сегодня главврач поликлиники, в состав которой входит эта амбулатория, уже выступила с опровержением, мол, закрывали амбулаторию всего на 1 день, сегодня она уже работает. И пациентов, которые там находились, переводят в другие корпуса. Сегодня трагическая дата. 83 года назад в этот день был расстрелян Бекир Чубанзаде, выдающегося крымско-татарского ученого-тюрколога. Советская власть обвинила в участии в националистических организациях, таких как Милиферка, и в пантюркистском движении.
Суд длился всего 20 минут, и Чубанзаде был приговорен к смертной казни. Профессор Бакинского университета, сотрудник Азербайджанской академии наук, известный филолог, литературовед и поэт, был казнен как раз 13 октября 1937 года. Ему было всего 44. И он прославился тем, что в своих стихах проявил себя, как отмечают критики, тонким лириком, патриотом своей родины. И, как отмечают литературоведы, хрестоматийным стали его строки из стиха о родном языке «Туфган-Тиль». Будем говорить и о ситуации с водой. Там эксперты отмечают, что ситуация будет накаляться, с каждым днем ситуация все будет хуже и хуже, и они прогнозируют, что оккупантам как раз выгодно такое положение дела, то они ждут, пока население будет проявлять недовольство, чтобы, используя это недовольство, шантажировать Украину. И, возможно, даже учитывая агрессивность нашего северного соседа, который хвастается супер-гиперзвуковыми ракетами, нельзя исключать и спецоперации в Новой Каховке, где находится как раз перекрытие Северо-Крымского канала. Вот об этом будем говорить сегодня в наших выпусках в 19:00 на украинском языке и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум. Спасибо тебе большое. Это был наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума, который рассказал о том, о чем будут говорить в вечерних выпусках «Заман» на украинском языке в 19:00 с Урьянисией Тумеровой и в 21:00 на крымско-татарском языке с Шевкетом Наматулаевым. Смотрите, не пропустите. Ну а мы пока начнем обсуждать вышеупомянутые новости не только. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экранах ваших телевизоров вы сейчас видите номер телефона +3 80 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Также можете присоединяться, используя программу Skype atr.tv. Наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы начинаем. Поехали. Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джапар выступила на крымской панели в рамках международной онлайн-конференции «Форум-2000» в Праге. Рассказала о гуманитарной ситуации на территории временно оккупированного полуострова. Также первый заместитель министра иностранных дел и говорила про инициативу создания международной диалоговой платформы по деоккупации Крыма. Давайте послушаем цитату. Кримська платформа – це екосистема заходів, яка систематизує те, що вже зроблено, ініціює додаткові інструменти для повернення Криму. В рамках її роботи ми плануємо провести Кримський саміт. Ключове завдання – синергія зусиль України і міжнародного співтовариства з метою наближення Дня деокупації півострова. Политический аналитик Андрей Вегеринский с нами сейчас на прямой связи. Пане Андрею, витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, для начала, что вы думаете относительно диалоговой платформы международной по деоккупации полуострова? В каком случае она может быть эффективной? Но если мы с вами говорим вообще о платформе, да, она не... насколько она эффективна и насколько она необходима как с точки зрения конечного результата, нужно определить, наверное, а кто субъекты, участники этой платформы. И вот в этом, к сожалению, ответа от МИД мы не услышим. То есть приглашать любых участников. Остается открытым вопрос, это главный участник, который сейчас оккупирует как раз территорию автономной республики, это Российская Федерация. И я почему-то склонен думать, что они отнюдь участие в этой платформе принимать не будут. Соответственно, это делает ее не более чем площадкой, на которой будет на международном уровне, в зависимости от того, кто будет делегирован. То есть сам статус представителей, он тоже важен. Это общественники, это представители независимых организаций, это представители правительств, либо представители глав государств. Это во многом определяет то, насколько, скажем так, дееспособной будет эта организация, не превратиться просто на круглый стол, на котором обсуждается проблематика полуострова, который оккупирован. И эта проблематика, она базовая, она и понятная. И гуманитарные аспекты обсуждать — это не обсуждать политический процесс, его возврата на территорию, суверенную территорию Украины. Поэтому мне кажется, что наряду с заявлением господина Зеленского, да, которое он дал журналисту BBC, заявление, которое, я напомню нашим зрителям, да, оно включает так или иначе вопрос, то, что он собирается вернуть Крым до окончания своей каденции.
Вопрос Он платформы. верит в это, сказал. Но, знаете, вера — это очень важный вопрос, потому что верить надо, опираясь на что-то. Тем более политику, который отчасти уже должен быть циником и прагматиком. Пан И Андрей, вот если- давайте подключим сейчас Кирилла Сазонова, политического обозревателя. Он тоже с нами сейчас на прямой связи, и вместе обсудим эту ситуацию. Пане Кирилла, вітаю вас. Добрый вечер. Ну вот пан Андрей упомянул интервью президента Украины Владимира Зеленскому в программе на BBC Hard Talk, и он там сказал, что он верит в возвращение территории, что ему удастся создать заключить какое-то мирное соглашение с Владимиром Путиным. Вот давайте вместе послушаем его сейчас. Я вірю в це. А в іншому випадку я би не йшов в президенти України. Це дуже складно. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу. Це є правда. Але я не втрачаю цю віру. Ну вот, пане Кирилло, вот ваша точка зрения, на что действительно основывается президент Украины Владимир Зеленский, когда говорит, что он верит, что сможет заключить мирный договор с Российской Федерацией, в результате которого вернет оккупированные территории? Ну а что он должен говорить в интервью BBC? Он же не может сказать: мы видим, что Россия по-хорошему не хочет уходить, что Россия не видит независимой Украины, нам остается только замораживать конфликт, воевать, бороться, рассчитывая на вашу помощь. Это дипломатия, поэтому он говорит: мы верим в то, что возможен мир, мы верим в то, что нужно и можно договориться, и мы будем дальше вести переговоры. Он как дипломат обязан это говорить. Конечно, я думаю, что его советники гораздо более реально смотрят на вещи и понимают, что вопрос Донбасса будет решен не завтра, а скорее всего после длительной заморозки. Вопрос Крыма будет решен еще позже. То есть мы все понимаем, что эта проблема у нас надолго. Потому что пока Россия в состоянии зубками своими удержать эти кусочки нашей территории оккупированной, она будет за них держаться, пока ее не придавит там какими-то внутренними центробежными процессами. Поэтому мы продолжаем строить экономику, строить армию, строить страну, исходя из того, что у нас есть оккупированные территории, которые когда-нибудь придется вернуть. И все платформы, все переговорные процессы, они нужны для того, чтобы эта тема не уходила из повестки дня всего мира, чтобы это обсуждалось, чтобы на Россию как минимум сохраняли давление, а лучше усиливали. То есть для этого любое привлечение внимания в международном формате — это хорошо. Это не решит проблему, не заставит Путина уйти из Донбасса и из Крыма. Это не закончит войну, но, по крайней мере, будет маленьким кирпичиком в то здание, которое мы строим. Ну, тут вопрос не в том, верит или не верит. Все мы верим и надеемся на то, что оккупированные территории будут возвращены. Тут вопрос в том, что он верит, что он сможет заключить с Путиным какое-то мирное соглашение. Пане Андрей, вот как вы считаете, это вообще реально заключить с Путиным какое-то мирное соглашение, которое привело бы к деоккупации территорий? Ну, смотрите, если мы исходим с вами из того, что президент у нас немного романтик, а судя по всему, мы как раз из этого с вами и исходим, потому что он верит, и эту веру пытается, ну, скажем так, ретранслировать гражданам Украины путем использования площадки BBC, то, наверное, мы должны с вами в первую очередь понять, что мирное соглашение, с его слов, не является отнюдь документом юридическим, то есть какой-то формой, на которой будет поставлена подпись Путина и Зеленского. Потому что в таком случае и мой ответ будет вам категорически отрицательный. Путин никакой документ, который касается Крыма или Донбасса, подписывать не будет. Это исключает то поведение, которое он имеет место со стороны Российской Федерации в течение последних 6 лет. А их позиция так или иначе публичная, международная, она последовательная в той части, которая касается нас, нету ни в Луганске, ни в Донецке. И точка. Соответственно, достигать соглашения и ставить свои подписи они не будут ни под каким документом. Это раз. Если мы говорим о каком-то понятийном соглашении, либо мы говорим о каком-то общем коммюнике, ну, по аналогии с теми, которые подписывались по результатам нормандской встречи, ну, наверное, да. Одно уже подписано, оно тоже нас так или иначе приближает к миру. Ну, раз мы романтики, мы в это верим, то и следующее коммюнике по результатам следующей нормандской встречи, оно, если она состоится, конечно, или когда она состоится, оно тоже будет предусматривать определенные шаги, направленные на деоккупацию Луганской и Донецкой области. В финальном результате, если эта деоккупация произойдет, то мы с вами сможем сказать, что президент Владимир Александрович, он не зря верил. Но давайте не будем забывать о том,
что все-таки Российская Федерация, для нас она является субъектом, который оккупировала территорию, и от нее во многом зависит вопрос выведения войск с территории Луганской и Донецка. Она в своей публичной риторике, которая касается и Луганской и Донецких областей, опирается исключительно на Минск. В вопросах Минска у нас есть два нормативных документа, которые должны пройти через парламент нашей страны. Это так или иначе закон об амнистии, но давайте тогда анализировать заявление господина Фокина, который был представителем Украины в ТКГ по поводу амнистии, и как к нему отнеслись в офисе президента, и как к нему отнеслись к этим заявлениям в парламент. Раз, это первый документ, да, и, соответственно, он был отправлен в отставку. И второй документ, он касается статуса, какого-то особого статуса в рамках децентрализации или в любой другой рамке, которая будет проведена через парламент этих территорий. Для того, чтобы мы с вами пришли к этому соглашению, нужно, чтобы Верховный Совет был целостным в понимании того, что они рассматривают и за что они голосуют. Ну вот Этих документов я не слышу, чтобы они были где-то у нас на столе, либо презентовались президентом. Возможно, он их представит впредь, в последующем. У него все-таки 4 года еще. Пан Андрей, вот к Минским соглашениям мы обязательно еще вернемся. Я хочу вот по Крыму еще несколько вопросов задать и в подтверждение ваших слов о том, что вы сказали, что Россия никоим образом не будет обсуждать Крым, и в принципе она об этом постоянно говорит. Я хочу сейчас привести цитату пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который отреагировал на интервью президента Владимира Зеленского. И вот что он сказал, давайте послушаем. Росія докладала і буде далі докладати в рамках можливостей зусиль для того, щоб допомогти Україні вирішити проблему Південного Сходу. Головне – врегулювати проблему Донбасу. Проблеми Криму не існує. Вона не може існувати в рамках відносин Росії з якимись країнами. Пане Крыло, очевидно, что Российская Федерация добровольно не сядет за стол переговоров по деоккупации полуострова. И это их постоянный рефрен, они об этом говорят и, наверное, будут продолжать говорить. Как тогда можно разработать дорожную карту по деоккупации Крыма, если пусть даже на этой платформе не будет принимать участие Российская Федерация как страна-агрессор? Россия действительно не хочет обсуждать, и Песков это говорил, и все российские политики неоднократно об этом говорили, что Крым они считают своим, никакой проблемы не существует, говорить не о чем. Если этот вопрос пробовали поднять в рамках трехсторонней контрактной группы в Минске, то российская делегация просто покидала переговоры. Действительно, без их доброй воли мирно и в ближайшей перспективе провести деоккупацию Крыма невозможно. Значит, нужно искать сценарий, как без доброй воли Кремля провести деоккупацию Крыма. В конце концов, в свое время Советский Союз оккупировал 3 страны балтийские и удерживал их под оккупацией 30 лет. Рано или поздно они добились независимости. Их оккупацию, допустим, Соединенные Штаты так и не признали. То есть у нас, надеюсь, не так растянуто во времени все будет, но картина та же. Россия не хочет пока уходить из Крыма, не хочет даже об этом говорить. Она считает, что она там навсегда. Ну что ж, будем думать, как с ними бороться без них. Ну а как? Вы все-таки не ответили на мой вопрос. Каким образом? Ну пока все очень просто. Но если мы не собираемся туда вводить армию и выбивать их военным путем, то единственный вариант – это санкционное давление. Усиление санкций до тех пор, пока Россия как государство не станет трещать по швам просто от экономического кризиса. Уже мы видим, что санкции достаточно сильно бьют по России, по ее промышленности. Если вводить ограничения дальше и санкции не против отдельных людей или отдельных компаний, что больше напоминает имитацию бурной деятельности, а секторальные, то есть по газу, по нефти, то России придется идти на уступки. Пан Андрею, а вы как считаете, в рамках будущей международной платформы по Крыму можно будет разработать еще более серьезные санкции в отношении Российской Федерации, которые бы ее вынудили пойти на какие-то шаги? Знаете, разработать можно, вопрос находится в плоскости внедрить. И вот я пока не особо вижу стремлений от Соединенных Штатов либо от Европейского Союза внедрять с привязкой к Украине, к ситуации на Донбассе и ситуации в Крыму дополнительные санкции в отношении Российской Федерации. Более того, я не слышал осуждения со стороны международного сообщества тех слов, которые господин Путин на юбилейной ассамблее Организации Объединенных Наций озвучивал. Они были весьма,
скажем так, романтичные тоже по своему содержанию, что давайте будем объединяться, давайте будем вместе бороться с теми вызовами, которые сегодня являются для нас приоритетными. Давайте не приостанавливать сотрудничество между государствами в силу пандемии в том числе. Но и вот не было такого резкого высказывания, кстати, и со стороны нашего МИДа в том числе, да, который не особо возбудился после таких слов. Ну, то есть это же попытка дружественного диалога со стороны президента Российской Федерации. Да, слив телефонных разговоров с господином Макроном, он на какое-то время подзаморозит сближение Европы и Российской Федерации. Но, тем не менее, и показательный проект «Северного потока-2», и показательный то, что уже так или иначе там, в свое время Трамп рассказывал о том, что Россию нужно возвращать в G8. Это все вкрапление того, что должно у нас сформировать мнение о том, что на самом деле мир принимает ситуацию как статичную, ту, которая имеет место с Крымом, и отвечая на ваш вопрос, и усиливать санкционное давление на Российскую Федерацию, в частности, не в отношении конкретных лиц, а именно секторальные, а исключительно секторальные могут бить сильно по экономике, не по интересам определенных политиков, лиц или военнослужащих, а именно тот вопрос, который касается целых отраслей производства и экономики Российской Федерации. Таких санкций нет. Более того, по моему глубокому убеждению, санкции, введенные Европейским Союзом и миром в связи с агрессией на территории Луганской и Донецкой областей, они более жесткие с точки зрения, и плюс санкции, введенные вследствие сбития малазийского Боинга, они более действенны по отношению к экономике Российской Федерации, нежели те санкции, которые введены с привязкой к Крыму. При этом Российская Федерация продолжает свою агрессию. Об этом сегодня на брифинге сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он сказал, что она продолжает свою агрессию и продолжает призывную кампанию на службу свою армию в оккупированном Крыму и Севастополе. Давайте послушаем министра. Що стосується всіх тих злочинів і порушень, які вчиняє російська окупаційна адміністрація в Криму, то всі вони належним чином документуються, фіксуються. І, безумовно, настане час, коли всі вони додадуться до справи, і Росія понесе за них відповідальність. Как мы можем влиять на эту ситуацию, на незаконный призыв граждан Украины в российскую армию? Пане Кирило. Опять-таки мы возвращаемся к той теме, которую обсуждали при обсуждении платформы. Россия считает этих граждан своими, Крым своей территорией, поэтому с точки зрения российской логики они действуют правильно и законно. Мы должны использовать этот повод, как и любой другой, для того, чтобы подчеркнуть на международном уровне незаконность действий России, нарушение всех правил игры на международном уровне и усиление санкционного давления. Любой повод, который они нам дают, наши дипломаты не должны упускать. Каждый по этому факту. Пане Андрею, а вы как считаете, как мы можем, как Украина, влиять на эту ситуацию? Почему бы за 6 лет Украине было не создать какую-то здесь площадку для наших граждан Украины, учитывая специфику Крыма? Ведь это наши люди, это наш ресурс. Ну, давайте так. Почему бы было не создать здесь эти условия? Я не вижу проблем. Слышно меня, да? Да. Я не вижу проблем создания платформ на территории страны, нашей Украины, да? Я не вижу эффекта от этих платформ. То есть, если мы говорим о возврате Крыма, и своими силами мы этого сделать не можем, то у нас на территории страны наши граждане могут собираться хоть каждый день. Ну, на любом уровне и вида платформ. Второй вопрос, он, наверное, находится в плоскости, почему международную площадку не создали. А потому что, наверное, мы можем с вами предположить, что дипломат господин Порошенко прикладывал максимальные усилия, да? Потому что все-таки на международном уровне он весьма неплохо представлял нашу страну. Если бы субъекты международной политики были готовы обсуждать вопрос Крыма как такой, который находится на порядке дня в течение ближайших 3, 4 или 5 лет, как разрешимый, то такая платформа была бы создана. А по истечению 6 лет оккупации, когда уже в школу идут люди, дети, которые рождены в Крыму, и, скажем так, происходит естественное и не только естественное принудительное замещение населения на территории Крыма, усиливается военное присутствие Российской Федерации, создаются инфраструктурные проекты на территории
на этой территории, да, кстати, в отличие от территории Луганской и Донецкой, где, по-моему, только происходит разграбливание, такое условное пиратство. Все, что можно оттуда извлечь, извлекается безвозмездно и безвозвратно. Даже задолженность, которая имеет место перед шахтерами и сотрудниками металлургических предприятий, как раз свидетельствует о том, что планов по отношению к Луганску и Донецку Российская Федерация не имеет, а исключительно ищет правильную модель, как ее впихнуть обратно в страну. А вот по поводу Крыма, она не рассматривает вопрос возврата этой территории. Иначе она не инвестировала бы туда деньги. Соответственно, международные партнеры в краткосрочной перспективе, они это тоже прекрасно понимают. И участвовать в диалоге или платформе, которая не приведет к результату, но они не видят смысла, потому что с точки зрения времени и разрешения, то они видят перспективу в Луганске и Донецке именно с точки зрения времени разрешения конфликта и возможности нахождения компромисса. А с точки зрения Крыма они решения не видят. И такие заявления, они звучали. Раньше они звучали и от Вокера, и звучали от представителей Европейского Союза. Это грустно, это печально, но это правда. Можно, я еще раз говорю, можно создавать платформы хоть каждый. Ну, я не против этого. Приближает оно нас к чему-то или нет? Нас, как страну слабую, не приближает, потому что сами вопрос мы решить не можем. Приобщать кого-то, кто не хочет в этом участвовать, но вы не принудите людей к тому, чего они не хотят делать. Пане Кирилло, вот сейчас на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций планируют рассматривать две резолюции. Одна коснется прав человека на территории оккупированного Крыма, а вторая, вот то, о чем мы с вами говорили и говорим, это милитаризация полуострова, милитаризация Черного и Азовского морей. Так или иначе, эти резолюции носят рекомендательный характер, но они как-то влияют на Россию, как думаете? Организация Объединенных Наций, как Лига наций в свое время, уже давно практически ни на что не влияет. Все ее решения носят рекомендательный характер, от которого Россия легко отмахивается. Но, тем не менее, когда в международных документах мы фиксируем слово «оккупация», мы фиксируем слово «нарушение прав человека», это дает основания и возможности для украинской дипломатии немножко усиливать давление на Россию. Я, в принципе, почти согласен с тем, что говорит Андрей, что нет, не видят пока наши партнеры решения. Но тут можно использовать любовь к бюрократии европейской к непрерывному решению вопросов. То есть решения они не видят, но решать вопрос могут бесконечно долго. Это бюрократы, они любят бесконечную говорильню. Давайте это использовать в своих интересах. Чем чаще они будут повторять слово «оккупация», чем чаще они будут называть Россию оккупантом, тем проще нам будет на международном уровне на нее давить. Но у нас нет времени так долго ждать. Вот пан Андрей тоже правильно сказал, что вот дети, которые родились в 2014 году, они уже идут в школу, и что у них в головах? То же самое происходит в Донецке и Луганске. Уже в школу пошли те дети, которые родились под оккупацией. Но я не понимаю, что значит у нас нет времени. У нас только время и есть. У нас нет возможности решить эту проблему завтра или послезавтра. Поэтому мы должны действовать таким образом, чтобы, по крайней мере, время работало не на Россию, а на нас. Чтобы цена оккупации росла, а Украина становилась сильнее. Этот сценарий медленный, он мне тоже не нравится, но, увы, я не вижу реального другого. Спасибо вам большое. Кирилл Сазонов, политический обозреватель, Андрей Вигеринский, политический аналитик, были с нами на прямой связи. А как мне сейчас подсказывают наши редактора, с нами связался Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичної співпраці. Пане Игоре, вітаю вас. Добрый вечер. Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация продолжает военные преступления на территории Крыма, продолжает призывную кампанию на службу в свою армию. Как мы можем влиять на эту ситуацию? Жодним чином ми не можемо, будемо казати, з нашої позиції заходів впливати на ці речі. Тому, знаєте, заява міністра як чи будуть Алло. майданчики на міжнародну площадку, мені важко сказати. Но я сподіваюся, що і в Організації Об'єднаних Націй, і, будемо казати, ОБСЄ, і інші міжнародні установи на такі неправомірні дії Російської Федерації буде заявлено, сказано і притягнуто Росію до певної відповідальності.
Но как вы считаете, разве нельзя было сегодня на материковой части Украины на протяжении этих 6 лет создать условия для крымчан, учитывая специфику Крыма? Это же наши граждане, звать их сюда и обучать их здесь, а там Российская Федерация их призывает. Вот почему мы не боремся за наших граждан именно в этом плане? Ви знаєте, це гарне питання, але я б його не обмежував 6 роками. Воно готувалося. Ви просто, знаєте, це дуже легко стався, чим Чорноморського флоту Російської Федерації і збував літатися в області. Питання, медійне питання, питання засобу масової інформації українських, засобу масової інформації в Криму, воно фактично не розглядалося. Більше того, було зроблено все для того, щоб такі засоби масової інформації всіх сил в Україні, як кажучи, помножити на 0. І таке саме відбувалося і по Донецько-Луганській області. Тобто це питання не 6 років. Не ставте це саме в залежність від 6 років. Це питання значно більше. І воно пов'язано і з тим, що Медведчук працював в адміністрації президента. Воно пов'язано з тим, що Порошенко працював в Раді національної безпеки і оборони. І дуже багато його прихильників кажуть сьогодні, от він багато техніки відремонтував і повернув в армію. Хотів би сказати, що за часів, коли він був секретарем РНБО, стільки техніки, скільки було виведено із Збройних сил України, він вже, будучи президентом, і половини цього не повернув. Тому, знаєте, треба речі дивитися правильно. Дякую вам. Дякую. Очень плохая связь, к сожалению, я не очень слышу вас хорошо. Спасибо вам большое. Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичної співпраці, був з нами на прямому зв'язку. Мы попробуем наладить хорошую связь и в следующих наших эфирах связаться и обсудить. Я хочу сейчас подключить к нашему эфиру Соломію Бобровскую, народный депутат Украины, фракции «Голос». Витаю вас, пани Соломія. Доброго дня, витание. Доброго дня. Что сегодня появилось такое информационное сообщение, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Великобританию провел неафишируемую встречу с главой МИ-6 Ричардом Муром. Пишет «Зеркало недели» со ссылкой на источники. Источники издания сообщили, что именно Муру правительство Британии поручило донести Зеленскому месседжи, которые по ряду причин не хотел озвучивать премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. А именно такие месседжи: атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под контроль САП, НАБУ, офис генерального прокурора, а также судебные инстанции и так далее, а также ситуация на востоке, действия России и окружение Зеленского. Пани Соломія, вот что это значит? Как это понимать? Как вы это понимаете? Ну, ви знаєте, це просто коли говорять інколи батьки з дітьми вже натяками, не натяками, толерантно, те з терпінням і так далі. А це вже, мені здається, прямим, грубим тоном пояснили людині, що якщо він плутає зовнішню політику і внутрішню політику державну разом з своїм кварталом, то, очевидно, на нього чекають певні наслідки, тому що політика України, зокрема, стосується і безпекового цілого сектору, а не лише Східної Європи, а Європи в принципі. І оскільки британці наші партнери, і тим паче стратегічні партнери, мені здається, що це жорсткий і чіткий дзвіночок про те, про що треба Зеленському подумати і на що звернути увагу. Коли ці речі вже є настільки публічними, тим паче вилазять вже в новини не лише британські, і українські в тому числі, де грубо президенту говориться про речі, на які йому варто було звернути увагу як президенту, то мені здається, що це це навіть не просто такі от шкільне завдання, а це дали зрозуміти президенту України, щоб він не забув, яку він позицію займає і на яка на ньому відповідальність. Давайте подключим к нашей беседе сейчас еще Георгий Тук, он с нами сейчас на прямой связи нас слышит, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Пане Георгию, витаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Давайте сейчас вместе
Да, давайте сейчас вместе послушаем, что говорится в сообщении «Зеркало недели», и продолжим нашу дискуссию. Раніше тему найближчого оточення президента на переговорах з главою української держави підіймали американці, але їх кейс був тиском на владу. У разі ж британців це було попередженням. На той випадок, якщо Зеленський не до кінця усвідомлює дії людей, з якими його асоціюють. Пане Георгию, как вы считаете, какая репутация сегодня Украины в глазах британских властей, учитывая, что глава их разведки Мура не так часто проводит переговоры с лидерами других государств? В мене таке відчуття, що це вже майже останній крок, на який здатна була британська спецслужба для того, щоб спробувати принаймні попередити Зеленського про те, що відбувається навколо нього. Мова йде про абсолютний реванш проросійських сил за сприянням президента діючого Зеленського. Попри такі кроки з боку британської розвідки, в мене є стійке відчуття, що сам Зеленський не те, що не відчуває загрози, а він просто як людина ментально малорос, він не сприймає реальність як діючу загрозу. І тому, на жаль, з моєї точки зору, всі ці попередження, вони не матимуть реальних наслідків. Примечательно, что на этой встрече не было главы офиса Андрея Ермака, хотя он был в составе украинской делегации в Британию. Пани Соломея, как вы считаете, с чем это связано и могла ли речь идти о главе офиса президента на встрече? Я не виключаю, що мова могла йти про нього. І, в принципі, мені здається, що саме цей меседж, який стосувався оточення, в першу чергу корелювався з персоною, яка займає посаду голови Офісу президента. Тому, очевидно, можливо, попередили про те, щоб він і не був присутній на зустрічі. Але ви знаєте, тим не менше, це не означає, що інформація не циркулює. Єрмак присутній на багатьох інших зустрічах, тому, власне, це один з сигналів. І мені здається, що це останнє китайське попередження зі сторони Британії для того, щоб Україна була обережніша в своїй політиці, президент в першу чергу. Пане Георгию, как вы считаете, сделает ли президент какие-то выводы? Изменится ли что? Справа йде про світосприйняття людини, не про знання чи незнання тих чи інших обставин, а про світосприйняття. Я абсолютно переконаний, що жодними розмовами світосприйняття Зеленського змінити найближчим часом принаймні не вдасться. Варто зазначити, що під час інтерв'ю, відомого вже інтерв'ю BBC, там прозвучав такий дуже цікавий момент, коли Зеленський відповідав на запитання щодо його обіцянок про завершення війни на сході нашої країни. Він обмовився. Спочатку сказав, що ми зрозуміли, а потім виправився, ми розуміємо, що процес цей складний. Тобто інфантилізм цієї людини, який був присутній під час його обрання на посаду президента, він визнаний. Але чи зміниться щось найближчим часом, у мене абсолютно немає жодних зовнішніх підстав для того, щоб плекати якусь надію. На жаль. Но при этом в этом интервью президент Зеленский сказал, что в случае, если ему не удастся добиться мира, он не держится за рейтинги и должен прийти какой-то другой человек. Давайте вместе его послушаем. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами. Пани Соломея, допускаете ли вы такой вариант, что президент Владимир Зеленский однажды выйдет к народу и скажет: «Я не справился, я не сумел закончить войну, я ухожу»? Ну, ви знаєте, на жаль, чи на щастя, я не можу так розсміятися, як розсміявся пан президент інтерв'юеру з реакцією його на питання про те, що не обіцяв українському народу, тому що він не попередив нас про кількість термінів, за яким планує закінчити війну. Тому ця реакція і пояснення доволі очевидне і зрозуміле. Він себе впевнено відчував, і він вважає, що 30% підтримки, які на сьогодні є, вони фактично не змінилися за останні 2 роки, з якими він ішов, з тими він залишився за 2 роки.
Але ще раз, це ж питання про кількість термінів і кількість років на посаді для закінчення війни. Він не обіцяв закінчити війну за тиждень, як це було з попереднім Петром Олексійовичем, це були його слова прямі, так? Але тим не менше, президент Лукашенко на сьогодні в Білорусі вже 26 років президент, і щоразу він говорить про те, що він не тримається з рейтингів, не тримається за посаду. Але ми знаємо, чим закінчуються подібні слова і обіцянки, на жаль, в кінці каденції. Але, безперечно, ніхто поїздку на Ростов теж не відміняв, тому все може бути. Давайте обсудим новую инициативу, ту инициативу, которую сегодня озвучил президент Владимир Зеленский. Он анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока не говорят. Давайте послушаем Зеленского. 25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань. Про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті. Про що сперечаємось з друзями, батьками або таксистами. Про те, що раніше нас ніколи не питали. Чи не вперше в історії незалежності ми запитаємо, а що думаєш ти? Чому твоя відповідь важлива? Тому що буде так, як вирішиш ти. Тому що Україна – це ти. Неділя, 25 жовтня. Приходь і вирішуй. До речі, які будуть питання? Про це пізніше. Среди ключевых тезисов Владимира Зеленского во время его предвыборной кампании это была идея о народовластии. Задумка простая – дать украинцам право формировать задачи властям через референдумы и другие формы прямой демократии. Вот этот опрос, который анонсировал президент Зеленский, это попытка выполнить предвыборное обещание или же что-то другое, ваше мнение? Пане Георгію, начнем с вас. Ну, почну з того, що я завжди ніколи не приховував свого вкрай негативного ставлення взагалі до проведення референдуму. Якщо уважно послухати, що сказав Зеленський, дослівно майже, ми будемо виконувати те, що хочете ви. От я собі уявляю ситуацію, головний лікар лікарні приходить і каже пацієнтам, от у нас там лежить в приймальному відділенні Петренко, але рятувати його чи не рятувати, що йому клістир ставити чи ампутацію робити. От ми зараз з вами, шановні мої хворі, проведемо опитуваннями. І за наслідками цього опитування я буду робити те, що ви хочете. Тобто це перекладування відповідальності? Більш того, з моєї це небезпечно, бо неосвічене суспільство їм дуже легко маніпулювати. Окрім того, самим запитанням, формулюванням запитання теж дуже легко маніпулювати. Я згадую референдуми, які ми проходили. Згадайте запитання, яке було сформульовано наступним чином. Чи ви за незалежну Україну в складі оновленого Радянського Союзу? І потім, хто як не трактував позитивні відповіді від наших громадян. Одні казали, що громадяни проголосували за незалежність, другі казали, що за оновлений Радянський Союз. То есть тут даже вопрос не в вопросе, а именно в том, каким образом будет сформулирован вопрос. Правильно я понимаю? З моєї точки зору, лідер держави має вести за собою людей, а не виконувати бажання людей. От принципово це моя точка зору. Но то він і лідер. Ну, а вообще, вот если размышлять на тему этого опроса, не кажется ли вам, что он сам по себе не репрезентативен, потому что такой же опрос, в принципе, могли провести компетентные социологические группы и службы. И тут его планируют выводить на местные выборы, но мы же понимаем, что на выборы ходят не все, и ходит определенный контингент людей. Мы мало можем увидеть там молодежи и так далее. А вот все-таки какой-то социологический опрос в этом плане был бы более репрезентативным и эффективным. Мне кажется ли вам так? Справа в тому, що я цілком передбачаю, що запитання будуть задані доленосні для країни. І якщо такі запитання, вивчення думки українців проводило б соціологічні служби будь-які, то на такі дані, було б не дуже зручно діючій владі посилатись наступному власнику
А от якщо таке опитування буде проведене під час голосування, то кількість буде неспівставно вища, ніж при будь-якому соціологічному опитуванні. І незалежно від того, яка буде дана відповідь на те чи інше запитання, дуже легко буде в наступному дії влади виправдовувати результатами такого опитування. А у меня тогда возникает вопрос. Вот давайте вместе пофантазируем. Какие вопросы могут быть выдвинуты на этом опросе? Что будет спрашивать президент у людей? Ну, зараз в голову впаде там безліч запитань, починаючи від того, чи варто посилювати карантин під час пандемії коронавірусу, чи не варто. Чому це має опитувати громадян? Ну, я такого ставлення не розумію. Можна запитати, адже такі вже тези вкидували суспільство, чи варто поновлювати забезпечення питною водою Дніпра Криму в разі, якщо там щось. Чи нам будуть сплачувати кошти за цю воду, чи проводити там якісь інші заходи. Отакі провокативні запитання, їх можна нарахувати велику кількість, починаючи від системи оподаткування, від пенсійного забезпечення. Але я не можу зрозуміти, яким чином можна задавати такі важливі запитання абсолютно нефахові і непідготовленій аудиторії. Но на самом деле... Алло. Да, на самом деле это же опасная история, потому что вот если, допустим, спрашивать про мир на востоке Украины, про урегулирование войны на востоке Украины, то там вопрос, как мне представляется, должен быть сформулирован на полстраницы, а то ли не на одну, чтобы было понятно. И там должно быть ряд вариантов ответов в том числе. Относительно воды то же самое. Можно сформулировать вопрос совершенно по-другому. Считаете ли вы, к примеру, что украинская вода должна поступать в украинский Крым? Естественно, да, Крым же Украина, но вряд ли будет сформулирована история Женевской конвенции и так далее. Это опасно или нет? Тут ви чудово все проаналізували, чудово розумієте небезпечні наслідки від такої маніпуляції, яку може отримати українське суспільство. І я думаю, що ця ініціатива, яка озвучена сьогодні, лише за навіть 1,5 тижня до проведення голосування місцевих виборів, це не випадковість. З моєї точки зору, це зроблено спеціально для того, щоб опозиційні, в першу чергу патріотичні сили не встигли пояснити нашим громадянам всю небезпеку таких маніпуляцій і надати відповідну інформаційну якусь відповідь инициатором проведения такого псевдоопытывания. Ну вот Комитет избирателей Украины уже обеспокоен инициативой президента о проведении всенародного опроса в день голосования на местных выборах. КИУ подчеркивает, что это не предусмотрено избирательным кодексом. Давайте послушаем их цитату вместе. Вы видите, пожалуйста, цитату Комитета избирателей Украины. Процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом. Виборці повинні мати достатньо часу для того, щоб зробити усвідомлений вибір щодо того чи іншого питання, а прихильники та опоненти різних варіантів відповідей повинні мати можливості для проведення агітаційної роботи серед громадян. Ну вот относительно законодательной составляющей, есть ли у нас действительно сегодня законное основание проведения такого опроса без отдельного закона о референдуме? Ні, так це діюча влада це і не позиціонує як референдум. В цьому є певна теж підступність, бо наслідки будь-якого референдуму, по-перше, є закон, має бути закон про референдум, а по-друге, наслідки будь-якого референдуму, вони мають бути обов'язковими для виконання владою. Що стосується такого опитування, то жодних юридичних наслідків воно не нестиме. І абсолютно правильно зазначили фахівці щодо цитати, яких ви щойно наводили. Разом з тим хотів би зазначити, що такі дії передбачені не тільки законодавством про вибори, а взагалі жодним законодавством нашої країни. Це таке зелене ноу-хау чергове. І я переконаний, виключно мета цього – це маніпуляція в подальшому для виправдання тих чи інших дій
які запланувала чинна влада. Давайте с вами перейдем еще к одной теме, к Беларуси. Там лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум президенту Александру Лукашенко. Она дала ему 13 дней, чтобы тот выполнил 3 требования. Давайте ее послушаем. Минуло 2 місяці політичної кризи, насильства і беззаконня. З нас вистачить. 25 жовтня ми оголошуємо народний ультиматум. 26 жовтня розпочнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів в державних магазинах. У вас є 13 днів, щоб виконати 3 умови. Пане Георгию, как вы считаете, Лукашенко согласится на этот ультиматум? Звучить красиво, але, по-перше, я переконаний, що Лукашенко на це не піде. А по-друге, в мене є величезні сумніви щодо можливості пані Тихановської виконати ті погрози, які вона фактично адресувала Олександру Лукашенку. На жаль, в такому чоловічому, я б сказав, світі дуже добре відомо, що погрози можна оголошувати лише в тому випадку, якщо ти реально можеш їх реалізувати. Якщо ти не здатний на реалізацію будь-яких погроз, краще мовчи. У мене є величезні сумніви щодо того, що пані Тихановська здатна реалізувати всі свої попередження. І тому до її пропозиції, скажімо так, діюча влада Білорусі жодним чином дослухатись не буде. Дуже дякую вам, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука был с нами на прямой связи. Дуже дякую вам. А к нам сейчас подключается Беларусь, как мне подсказывают наши редакторы. Андрей Стрижак, співкоординатор Фонду солидарности, член Координаційної ради Беларуси. Витаю вас. Здравствуйте, пане. Добрый день. Добрый день. Ну вот относительно ультиматума, который выдвинула лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, рассчитываете ли вы на то, что Александр Лукашенко примет этот ультиматум, выполнит требования? Ну, тут треба одразу адзначыць, што гэта ультыматум, які пастаўлены не толькі Светланай Ціхановскай, а хутчэй беларускім народам як такім, які зараз выступае супраць гвалту, які адбываецца на вуліцах, супраць таго, што нашыя выбары былі скрадзеныя, супраць таго, што людзі сядзяць за свае ўласныя меркаванні ў турмах. І гэта самае галоўнае, бо Светлана Ціхановская ў гэтай сітуацыі з'яўляецца правадніком тых думак, якія ёсць у людзей, тых памкненняў, якія ёсць у людзей. І я думаю, што гэта выражэнне гэтых думак, мы бачым, што гэтыя пратэсты не сціхаюць, людзі выходзяць на вуліцу і працягваюць пратэставаць. І таму гэта такі абсалютна натуральны адказ на той гвалт, які ўчора адбыўся нават да старых людзей. Вы бачылі, што пенсіянеры ўчора выйшлі на свой марш, і іх разганялі светла-шумавымі гранатамі, гумавымі кулямі і слезагілонным газам. І гэта такія рэчы, якія проста ўжо пераходзяць абсалютна ўсе межы, якія толькі могуць быць, і гэта рэакцыя людзей. Как долго еще люди будут выходить на эти протестные акции, на ненасильственное такое сопротивление? Ну, сёння, вось літаральна на днях адбыліся першыя 2 месяцы гэтых пратэстаў. Я нагадаю, што Майдан стаяў даўжэй да сваёй радыкалізацыі і да вогненнага вадохрэшча, якое адбылося 19 стычня. І праблема ў тым, што зараз ёсць такі пэўны крызіс. З аднаго боку, Лукашенко не кантралюе цалкам тое, што адбываецца ў краіне. У яго ёсць вельмі моцны супраціў з боку людзей, які выражаецца, напрыклад, у эканамічнай блакадзе, у тым, што людзі не сплочваюць падаткі, у тым, што людзі не плацяць камунальную плату за кватэры, у тым, што людзі ўвесь час выходзяць на пратэсты. З іншага боку, людзі таксама не кантралююць сітуацыю цалкам, бо ўладная сістэма засталася такой, як была, гвалт працягваецца, палітзняволеныя сядзяць. Таму мы зараз знаходзімся ў такой кропцы, калі, магчыма, будзе нейкае больш жорсткае развіццё падзеяў, бо ўжо замміністра ўнутраных справаў Казакевіч заявіў пра тое, што гатовы ўжываць агнестрэльную зброю супраць маніфестантаў. З іншага боку, маніфестанты таксама пачалі рабіць адпор пры спробах захопу людзей, і гэтая радыкалізацыя, на жаль, падвышаецца. І я хочу падкрэсліць, што робіць гэта менавіта беларуская ўлада і яе правакатыўныя дзеянні. А что касается протестов и людей, которые участвуют на протестных акциях, в случае, если ненасильственное сопротивление не приведет к какому-то результату, именно к отставке Лукашенко, могут ли люди пойти на какие-то радикальные действия?
Нічога нельга выключаць, але трэба разумець, што галоўны месседж, галоўная думка беларускага супраціва гэта якраз такі не гвалтоўны супраціў. Гістарычныя падзеі і прыклады іншых дзяржаў паказваюць, што менавіта мірны супраціў хутчэй прыводзіць да змены ў краіне, чым гвалтоўны. Мы можам паглядзець на то, як гэта адбылося ў Літве, мы можам паглядзець на то, як гэта адбывалася ў іншых краінах. Вот недавно Киргизстан за 4,5 числа им удалось добиться своих целей, освобождения оппозиционеров и так далее, и свергнуть вообще парламент. Третье — запар революция. Это первое. Другое — Кыргызстан. Это такая Украина Средней Азии. Тут абсолютно разные подходы, разные стандарты. У них есть парламент, у яким есть незалежные партии. У них есть подел уладу. Беларусь — это авторитарная диктатура, якая 26 год сцементованная абсолютно персоналистским культом Лукашенко. Так что тут, на жаль, такую простую параллель не проведешь. Так что у нас будет свой беларускі нейкі асаблівы шлях, які будзе адрознівацца і ад кыргызскага, і ад украінскага. І я вельмі спадзяюся на тое, што народу хопіць моцы на тое, каб выстаяць і прывесці ўсё-таки да ўлады людзей, якія будуць соблюдать правы чалавека і не будуць рабіць гвалту і того, что зараз отбывается с людьми в Беларуси. Пане Андрей, вот давайте к нашему эфиру сейчас подключим Владимира Парасюка, это народного депутата Украины 8-го созыва и участника революции достоинства. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Володимире, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, что бы вы с позиции человека, который был активным участником Майдана, посоветовали сегодня белорусам, глядя на протестные акции, которые там уже длятся на протяжении 3 месяцев? Вот, Ну, кстати, у нас пан Андрей Стежак. Да, вот вы можете общаться тоже. Угу. Приємно. Хочу висловити свою підтримку, сказати, що білоруси на правильному шляху, але громадяни Білорусі мають зрозуміти, де їхній справжній ворог. Лукашенко – це тільки певний етап. За цими всіма процесами стоїть російський імперіалізм. З ним бореться також і Україна. Тому в нас десь сценарії одинакові. Колись в Україні був такий президент Янукович, це був ставленик Росії. Він виконував певні замовлення Росії, виконував все, що йому говорили в Кремлі. І Україна повстала проти цього режиму. Так само і в Білорусі. Всі розуміють, що Лукашенко – це проросійський президент. Він курується з Росії. І також білоруси повстали проти нього, проти його режиму. Але в загальному треба усвідомлювати, що Росія так легко, бачите, не відпускає Україну, і вона так легко не відпустить і Білорусь. Тому нашим братам я тільки побажаю терпіння і щоб вони не зупинялись. Бо якщо зараз зупинитись, вони зроблять декілька кроків назад, і тих, кого не посадили, досадять, тих, кого не вбили, доб'ють. І це буде страшенні втрати для нації. От, тому тільки рухатись вперед. Тобто, якщо є поставлені цілі, є поставлені ультиматуми, їх треба дотримуватись, не йти ні на які домовленості, бо тому що Лукашенко тільки чекає послаблення. Він тільки от шукає, де вдарити для того, щоб розбити оцей от цю синергію людську. Тому тільки тішусь і от підписаний на всі ці канали і слідкую за сусідньою для нас державою і максимально, як тільки можу, десь думками там, тому що білоруси нам допомагали у протистоянні на Майдані і зараз допомагають в протистоянні проти ворога на сході України. Тому я думаю, що пострадянські країни, вони всі потихеньку будуть вириватися з цього от російського імперіалізму і старатися рухатись в сторону Європи, в сторону демократії, якихось правильних цінностей. Пане Андрію, що скажете? Да, пане Андрію, що скажете? Ми цілком абсолютно розуміємо, що коли зараз ми спинимося, то Лукашенко зробить з Білорусі соціальний концлагер, який можна буде просто поставити коробки з пулеметами і стріляти по всіх, хто буде підходити до забора. І питання в тим, що покуль є цей супротив, покуль люди готові виходити, покуль люди готові супротивлятися, є некий певний шанс
на тое, што у нас застанецца такая прастора, якая павінна быць развернутая на тэрыторыі ўсёй краіны, прастора свабоды, прастора чалавечай годнасці. І я, безумоўна, згодны з тым, што мы не павінны спыняцца і павінны далей ісці ў гэтым супраціве, і што абавязкова гэта перамога будзе толькі тады, калі мы будзем працягваць гэты наступ. Вялікі дзякуй, Владзімир, за тыя словы падтрымкі, якія я пачуў. Так, безумоўна, я асабіста медычны валанцёр на Донбасе, і вось літаральна перад ковіднай гэтай ўсёй гісторыяй ездзіў туды і там дапамагаў медыкам, якія працуюць ва ўмовах вайны. Таму я вельмі добра разумею, пра што ходзіць гаворка. І для нас вельмі важна зрабіць так, каб мы прайшлі гэтую гісторыю для сябе з найменшымі пацерамі, каб як больш беларускіх сыноў засталося жывымі, цэлымі і змаглі потым будаваць новую краіну, якая будзе пабудаваная на постулатах верховенства права и правов человека. Ну а вот в Беларуси люди, которые выходят на протестные акции, у них есть понимание, что есть более серьезный враг в лице Российской Федерации, Лукашенко, марионетка Владимира Путина, который, очевидно, его сегодня поддерживает? На дадзены момант для нас есть вялікім выклікам і вялікай праблемай тое, што зараз робіцца ў гэтым накірунку, праз тое, што адзінае хіба што краіна, якая дагэтуль падтрымлівае Лукашенка, якая адкрыта кажа, што ён прэзідэнт, гэта Расійская Федэрацыя. Безумоўна, гэта праблема, таму што гэта вялікі рэсурсны донар, які падтрымлівае Лукашенку. Вы вельмі добра ведаеце, што яму не так даўно было анансаванае крэдыту $1,5 мільярда долараў, які ён будзе выдаткоўваць на гэтых сваіх чорнарубашачнікаў, якія б'юць людзей на вуліцах. І для нас вельмі важна, каб адбылася сітуацыя, калі мы зможам нармальна выйсці з гэтай ўсёй гісторыі, і гэтая праблема для нас скончыцца. Але пакуль і зараз у нас ёсць сітуацыя, калі ёсць Лукашенка, і мы глядзім у першую чаргу менавіта на тое, што рабіць з ім. Як у свой час украінцы ў першую чаргу глядзелі на тое, што зрабіць з Януковічам у 2013 годзе, і гэта была вялікай праблемай. Пане Володимире, а вы как считаете, белорусам сегодня удастся путем ненасильственного сопротивления добиться своих целей, добиться отставки Александра Лукашенко с позиции человека, который активно участвовал в Майдане Гідності в 2013 году? Дивіться, ми не можемо говорити про те, що там без жертв, якщо жертви вже є. Люди пролили свою кров і є вже загиблі. І це величезні жертви такій боротьбі, це треба розуміти. Тому завжди треба пам'ятати, і за тих людей, які віддали життя за нас, за свої принципи, завжди треба рухатись вперед. І тому Лукашенко так просто владу не віддасть. Зрозумійте, він не піде, він не буде там казати, ну все, мені надоїло, я пішов. Це калька Януковича. Він буде протистояти довго, нудно. І коли білоруси будуть перемагати, тоді буде вторгнення спецслужб сусідньої держави. Хоч я переконаний, що вони вже є в Мінську, і вони вже дестабілізують ситуацію. Я переконаний, що є якась, напевне, така похідна група російських спецслужб, яка от підливає масла в вогонь, її використовують для того, щоб бити людей, щоб створювати такий хаос. Тому що, дивлячись на ті кадри, які зараз є в інтернеті, ну, в мережі інтернет, я би ніколи не повірив, що якийсь, ну там, до кінця білоруський силовик може знущатись над своїм народом. Я думаю, що десь їх звідкись привозять, або їх ще завчасно вербують, і вони не мають ніякої національної Пане Володимире, приналежності ні до Білорусі, ні до їх громадян. Пане Андрею, вот действительно вот эти люди, которые появлялись на улицах Минска и других городов, вот этих черных балаклавах, не допускаете ли вы, что это действительно могли быть представители спецслужб РФ? Все може бути, на жаль, нема ані підтвердження, ані обверження гэтай інфармації, бо дастаткова складана їх ідентифікувати, яны в балаклавах. Але сама по собі ситуація така, що тыя заявы, што будзе пэўныя там отряды Росгвардії на паселенне магчымасцяў наших ОМОНовцаў дасылацца з Росіі, яна, конечно, ёсць. Эта інфармацыя нікуды не падзелася. Ці яны реально выкарыстоўваюцца на вуліцах наших гарадоў, невядома.
Але ситуація така ще вельми цікава, що треба розуміти, як гэтых ОМОНовців рятують. Вони приблизно так, як і Беркут в Україні у свій час, были ізоляваны у гэтых казармах сваіх, весь час распавядаць про тое, што гэта ўсё праплачаныя найміты захада, што гэта нейкія баевікі з Украіны, Літвы і Польшчы, які прыехалі нейкім чынам дэстабілізуюць. Таму там даволі шмат такіх людзей, якія потым з Кіева, напрыклад, з'ехалі на Донбас альбо ў Крым. То есть тут даволі падобная гісторыя. Накачка гэтых сілавікоў ідзе па прыблізна такіх самых сцэнарах, як гэта было ў Украіне. Плюс трэба таксама адзначыць, што ў нас вельмі шмат людзей у гэтых ачапленні стаіць, так як і в українській ситуації внутрішніх військів. Це люди, які призовники, солдати. Ось. Ну і навіть гаїшників перапранають у гэтую форму, коли там треба робити усилення. Так що, коли казати менавіта про гэта саме отможене адбіти ОМОН наш, то гэта приблизно 1500 чоловік усього на країну. Ось, астатнія гэта альбо міліцыянты, нейкія шэраговыя і іншыя. І трэба яшчэ таксама падкрэсліць, што зараз, дзякуючы працы фонда Байсол, даволі шмат сілавікоў выходзіць з гэтага шэрага. Яны проста спыняюць сваю службу і кажуць, што мы не можам больш рабіць таго, што нам даюць на загад. Вось, мы не будзем біць нашых людзей, мы не будзем займацца пыткамі, катаваннямі, гвалтам. Вось, так што тут гэтыя працэсы ідуць вельмі цікавыя, і паглядзім, чыя возьме і як хутка. Спасибо вам большое. Андрій Стрижак, співкоординатор Фонду солідарності, член Координаційної ради Білорусі, був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую вам, пане Андрію. Пане Володимире, как вы считаете, вот в случае, если Российская Федерация полностью поглощает Беларусь в экономическом, политическом, возможно, даже военном плане, чем это грозит нам, Україні? Ну, по-перше, цього ніколи не буде, тому що ідеологічні платформи вже знову почали розходитись, і якщо ви хочете провести паралелі з європейськими державами, з Україною, то ми говоримо про чесні вибори в Білорусі. Ми не кажемо, хто переміг чи програв, ми кажемо просто, що вони там потрібні. І люди вийшли на вулиці, бо вони хочуть, щоб їхній голос врахували. Росія вже нав'язує думку, що переміг Лукашенко, і вони будуть його підтримувати, допомагати і так далі. От ці ідеологічні суви, вони вже існують, і я сумніваюся, що білоруси там кажуть, окей, ми згідні з вашою думкою. Ні, це протистояння буде нарощуватись. Росія, ще раз кажу, просто так Білорусію не віддасть, і треба розуміти, що протистояння будуть жертви. Буде ще пролита кров, хоч як би ми цього не хотіли, як би це не було страшно. Але якщо білоруси вистоять до кінця, то вони будуть на старті такому, як є зараз Україна. Тобто ми зможемо в першу чергу сказати, що ми демократична держава, і ми можемо вибрати тих, кого ми хочемо, а не тих, кого нам нав'язують. Тому воно дійсно страшно, тому що людське життя – це є найбільша цінність, а за свої принципи треба стояти до кінця. Дуже дякую вам, Володимир Парасюк, народний депутат України. Там теж не все так стабільно. Так, зрозуміло. Дуже дякую, Володимир Парасюк, народний депутат України 8-го скликання та учасник Революції Гідності. Був з нами на прямому зв'язку. Зараз к нам підключився Дмитро Левось, експерт з міжнародних питань. Пане Дмитрію, вітаю вас. Да, доброго вечера. Добрый вечер. Какие варианты развития сценарий в Беларуси вы видите? Уже на протяжении 3 месяцев белорусы выходят на протестные акции. Как долго, как вы думаете, это будет продолжаться? Удастся ли им все-таки добиться результата, добиться отставки Александра Лукашенко с поста президента Беларуси? Ну, як на мене, тут це трохи невдячна справа зараз давати ці прогнози, оскільки ми про це вже неодноразово говорили, оскільки ситуація розвивається так достатньо нестандартно наразі. Тобто Лукашенко, його кроки, які він робить останнім часом, наприклад, його похід до слідчого ізолятора, говорить про певним чином його невпевненість або, скажімо так, намагання якось перехопити ініціативу і так зімітувати наявність такої опозиції, нібито опозиції, яка насправді буде абсолютно ручна.
виготовити із тих людей, які будуть випущені для цих протестів. Але однозначно можна знову ж таки говорити про те, що Лукашенко не зовсім розуміє характер цих протестів. Ну і тут приблизно напрошується певна аналогія з Януковичем, який час від часу з кимось з політичних лідерів, які були присутні на Майдані, намагався договоритися, але Майдан жив своїм життям. І то тут протести, вони також мають таку саму природу, і тому тут дуже подібна ситуація, подібна на цю. З огляду на те, що відбувається певне загострення, я думаю, що можна говорити про те, що, на жаль, незважаючи на всі ці десь наївні перечуття білорусів, які вважали, що або побажання їх, що можна буде обійтися без крові, скоріш за все, цього не станеться, і Білорусь пройде ще і по цьому шляху також. Ну вот после того... Загострення. Да, вот после того, как Александр... Щодо скидаємося безпосередньо Лукашенка, ну тут ми все рівно нікуди не подінемось від чинника Російської Федерації, яка Білорусь тримає і буде намагатися тримати далі. Тож, скоріш за все, там є ще один із сценаріїв заміни Лукашенка на якогось проросійських політиків. Угу. Тому з моменту скидання Лукашенка все тільки, можна казати, що все тільки почнеться. Ну вот помните... По-перше, розбудова демократії, по-друге, протистояння Росії. Пане Дмитрий, вот помните, сразу после встречи с белорусскими оппозиционерами Александр Лукашенко начал говорить про перераспределение полномочий, про внесение изменений в Конституцию Беларуси и так далее. Вот не выглядит ли это как попытка урегулировать каким-то образом ситуацию? Может, действительно он готов к каким-то изменениям? Это что-то даст? Так, я думаю, що це насправді якраз свідчить про те, що Лукашенко готов до імітації подібних дій. Тобто вся його історія чверті століття, яка як керівника держави, вона виглядає саме в такий спосіб. Він спочатку захоплював владу, там в тому числі за допомогою референдумів, потім він імітував різновекторність і там десь якийсь там час там щось отримував преференції від Заходу, якийсь час отримував преференції від Російської Федерації. Тому я думаю, що тут, на жаль, чи можна говорити, чи не можна говорити так, але, на жаль, навряд чи він дослухається до опозиції, хоча я думаю, що саме українська позиція, яку висловлювали МЗС і президент України з приводу того, що треба дослухатися до позиції народу, до позиції людей, які вийшли проти фальсифікації, а на це є всі підстави так вважати, що вони є. Це обґрунтована позиція саме української. Дякую. Дмитро Левось, експерт з міжнародних питань, був з нами на прямому зв'язку. Перейдем к следующей теме. Нагорный Карабах. Там Министерство обороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении пытались атаковать азербайджанские позиции. Кроме того, по информации ведомства, Азербайджана нанесли удар по армянским силам на Аскеранском направлении. В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию азербайджанской стороны. По ее словам, такими утверждениями азербайджанская сторона готовит почву для новых нападений. С нами сейчас на прямой связи военный эксперт, главный редактор сайта «Цензор.нет», журналист Юрий Бутусов. Пане Юрію, вітаю вас. Пане Юрію. Слышим. Да, витаем. Да. Перемирие в Нагорном Карабахе. Нет? Алло. Алло, да. Слышите? Да, слышу вас. Да, пане Юрію, перемирия в Нагорном Карабахі нет? Перемир'я нема. Є обмежене застосування важкого озброєння на окремих напрямках. Але оскільки не зрозуміло, яка буде лінія розмежування, то кожна зі сторін намагається використати цей час для того, щоб поліпшити своє тактичне становище. Зараз йде боротьба за висоти, за незайняті щілини в позиціях обох сторін.
пошук таких позицій. І тобто йде позиційна війна зараз, війна на тактичному рівні, а такий стратегічний наступ Азербайджана зупинився, але активні бойові дії на лінії розмеження, на лінії фронту, лінії розмеження ще нема, вони продовжуються. Но если продолжается позиционная война, о которой вы сказали, тогда о чем договорились главы МИД Азербайджана, Армении и Российской Федерации на встрече в Москве? Вони домовились про те, що вони будуть домовлятись. А насправді, якби наступ Азербайджана не був зупинений на гірських масивах, то я думаю, що і перемовини, в принципі, ще не починалися. Я думаю, що зараз йде тиск Москви на Баку з вимогою зупинити бойові дії, але фактично такого зупинення нема. І бої точаться в деяких дуже важливих оперативних ділянках, таких як міста Гадрут, Джебраїл і інші райони вже безпосередньо Карабаху. Тобто до того, як хтось все ж таки вирішить, що буде мир, кожна зі сторін хоче витиснути максимум з військової операції. А что предложила Армения Российской Федерации? Возможно, ничего не предлагала, что Российская Федерация все-таки вмешалась в эту историю, поэтому, потому что до этого мы видели такую выжидающую позицию Кремля. Я думаю, що Росія розуміє, що такі бойові дії за участю її союзника на Кавказі Арменії, учасника Організації угоди про колективну безпеку, вони просто приведуть до повної втрати, дискредитації російського впливу, оскільки Росія, на відміну від Турції, взагалі самоусунулась на першому етапі від всякої участі. Звичайно, що це призвело, в принципі, до питань, чи важить взагалі вплив Росії хоч що-небудь в сучасній політиці на Кавказі. Чи вже все, Ердоган повністю вибив Путіна із Закавказя. Тому Путін зараз намагається знову стати гравцем, арбітром цієї ситуації, ну і використати ситуацію для того, щоб керівництво Вірменії можливо отримати якісь політичні позиції для своїх прибічників. Как дальше будут развиваться события? Перемирия не будет? Перемир'я можливо, але коли воно буде, ніхто не знає, гарантів цього нема і передумов цього нема. Жодна зі сторін не має мотивації для зупинення бойових дій наразі на тактичному рівні. Дуже дякую вам. Юрий Бутусов, военный эксперт, главный редактор сайта Цензор.нет, был с нами на прямой связи. Как известно, перемирие в Нагорном Карабахе, о котором договорились главы МИД Российской Федерации, Армении и Азербайджана, продержались всего 5 минут. Армения и Азербайджан после согласования этого перемирия обвинили друг друга в нарушении договоренностей и в обстрелах. Ереван заявил, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли Степанакерт, это Ханкинды. В свою очередь Баку в субботу сообщила об обстреле азербайджанского города Тертер, а в воскресенье о ракетном нападении на Гянджи. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РБК сообщил, что Армения больше никогда не увидит территории, которые Азербайджан занял в Нагорном Карабахе. Давайте его послушаем. Вірменія повинна змиритися з тим, що ці території у нас, що вона їх більше ніколи не побачить і не буде робити ніяких спроб відвоювати. Це головний фактор міцності режиму перемир'я. И тогда в связи с этим обострением так называемый руководитель так называемой Нагорно-Карабахской республики Арай Карачунян дал пресс-конференцию. Он обвинил Азербайджан в создании новой платформы для международного терроризма и пригрозил объявлением отечественной войны. Вот что он сказал. Послушаем подробнее.
Ми стоїмо за мир. Більше за всіх на світі миру хоче Арцах, але ми не можемо прийняти обов'язкову умову від країни, мета якої знищити народ Арцаха, тисячолітню культуру Арцаха, саму історію Арцаха. Я оголошую вітчизняну війну. Закличу всіх вірмен прийняти не тільки матеріальну, а й фізичну участь. Вони хочуть тривалої війни? Ми не відмовимося, якщо буде нав'язана саме ця війна. Ну а вот Ильхам Алиев, президент Азербайджана, также сказал, что за последние 2 недели Азербайджан уничтожил в Нагорном Карабахе военную технику Армению на миллиарды долларов. Предлагаю послушать. Не секрет, що сьогодні Вірменія залежить від Росії на 100%. Безпеку забезпечує Росія. Безкоштовне озброєння забезпечує Росія. Ми знищили вірменську техніку, напевно, на мільярди доларів. Ось зараз, за 2 тижні. Звідки у них ці гроші? У них їх немає. Це все безкоштовне постачання з Росії. Мы продолжаем следить за событиями, обострением в Нагорном Карабахе. А подробнее обсудим с следующими гостями в наших следующих эфирах. А я сейчас прерываюсь буквально на 5 минут, и мы продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Оставайтесь первым крымско-татарским Коршкенч.